Небольшое еще дополнение, забыл сказать, забыл показать. По поводу тоже никель-металл-гидрида. Есть такие батарейки никель-металл-гидридовые, ну не батарейки, в смысле аккумуляторы, которые уже ну вот в хлам разряжены, долго валялись, и нужно их толкнуть, так вот называемый, дать им толчок. Там еще есть такой момент, как, ой, извиняюсь, горло уже сухое, тентритовый мостик, так называемый, разрушить его. И вот чтобы сделать толчок таким, уже таким, знаете, застарелым аккумулятором, на них нужно кратковременно подать большое напряжение, в 10 раз больше, чем их рабочее, ну где-то 12 вольт ориентировочно на них нужно подать. И вот чтобы это сделать, у меня как бы, я раньше-то об этом не задумывался, но потом вот когда вплотную занялся зарядкой аккумуляторов, у меня вот родилась такая приблуда. У нас продаются вот такие вот блоки питания, 12-вольтовые адаптеры китайские, но они дешевые, там рублей что-то 100-200 стоят, не больше. Ну вот этот в частности 1 ампер, 1 амперный. Ну просто вот беззатейные такие вот адаптеры с обычным вот таким разъемом на конце. Я, значит, что сделал? В свое время мне нужно было запитать такой мини-автомобильный пылесос, и я вот собрал вот такой вот адаптер. То есть это вот тот самый блок питания, который я вам только что показывал, только он на 2 ампера. И вот к нему прикрутил другой вот такой адаптер. Это тоже продается адаптер, он с одной стороны втыкается в розетку, то есть у него вот такая вот вилка, а с другой стороны вот прикуриватель, разъем. Ну и собственно вот у меня получилось такой вот прикуриватель 2-амперный, который втыкается в розетку. Ну это вот такая хитрость небольшая. Вот, так я его использовал в основном для того, чтобы туда пылесос включать. Ну можно сюда какие-нибудь эти вот адаптеры, знаете, для телефонов, еще для чего-то. Ну все, что вот прикуриватель втыкается, можно сюда втыкать, и это в розетку 220 вольт. Но она используется у меня не очень часто, и вот у меня тут пришла такая интересная мысль, как толкать аккумуляторы при помощи нее. То есть мы делаем что? Мы делаем следующую процедуру. Берем аккумулятор, он плюс у него вот с такой вот, так скажем, контакт у него плюсовой. И внутри, вот в этом прикуривателе, там вот эта вот точка, это тоже плюс. Мы берем этот аккумулятор, толкаем вот его вот таким образом, берем любой проводок, вот так, и кратковременно подаем на, ну там буквально достаточно нескольких секунд, то есть вот этот вот минусовой контакт проводом соединяем с минусовым аккумулятором и кратковременно вот так вот держим аккумулятор, буквально недолго, и все. На аккумулятор мы толкнули, после этого его можно смело вставлять в зарядное устройство, пока там на нем какое-то напряжение набралось, зарядное устройство его увидит и спокойно уже заряжать. Ну вот это такая вот небольшая хитрость, просто хотел с вами ей поделиться. То есть эта вещь очень универсальная получилась, то есть помимо того, что это прикуриватель в розетке, так скажем, плюс им еще очень удобно вот толкать аккумуляторы. То есть вы просто там любой проводок можно не обязательно припаивать, его можно просто, ну нет, его можно, конечно, сделать все по-культурному, там, скажем, его припаять там внутрь, здесь сделать какой-то контакт, чтобы вот так. Ну, не надо, это не так часто все используется, то есть достаточно, в принципе, вот его туда засунуть, аккумулятор, чик, так чуть-чуть подержать, и все, мы его толкнули. Вот это такой вот небольшая такая хитрость житейская. Вот. Просто хотел с вами этим поделиться. Это вот что касательно как раз вдогонку к заряду никель-металл-гидридных аккумуляторов. Все, что я хотел рассказать и показать, я показал. Пока-пока.